Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы вам расскажем русскую народную сказку. И называется она «Баба Яга». Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена, умерла. Погоревал муж, да и женился на другой. Не взлюбила злая баба девочку, била ее, ругала, только и думала, как бы совсем погубить. Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке: пойди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку с ниткой, тебе рубашку сшить. А тетка-то была злая баба Яга, костяная нога. Не посмела девочка отказаться, да прежде зашла к своей родной тетке. Здравствуй, тетушка. Здравствуй, родимая. Зачем пришла? Послала меня мачеха своей сестре попросить иголку и нитку. Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла, говорит тетка. Вот тебе масло, хлебец да мясо кусок. Будут там ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать. Ты подлей им под пяточки маслица, будет тебя собака рвать. Ты ей хлебца брось, будет тебе кот глаза драть, ты ему мясца дай. Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу избушка на курьих ножках, а в избушке сидит баба Яга, костяная нога. Холст ткет. Здравствуй, тетушка, говорит девочка. Здравствуй, племянница, говорит баба Яга. Что тебе надобно? Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку, мне рубашку сшить. Хорошо, племянушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись покуда, поработай. Вот девочка села у окна и стала ткать. А баба Яга вышла из избушки и говорит своей работнице: я сейчас спать лягу, а ты истопи баню и вымой племянницу. Да смотри, хорошенько вымой. Проснусь, съем ее. Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, ни мертва. Как ушла баба Яга, она стала просить работницу: родимая моя, ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай. И подарила ей платочек. Работница баню топит, а баба Яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает: ткешь ли ты, племянушка, ткешь ли, милая? Тку, тетушка, милая. Баба Яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает: котик, братик, скажи, как мне отсюда убежать? Кот говорит: вон на столе лежит полотенце да гребешок. Возьми их и беги поскорее, не то баба Яга тебя съест. Будет за тобой гнаться баба Яга, брось гребешок, вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес пробираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню, брось полотенце, разольется широкая да глубокая река. Спасибо тебе, котик-братик, говорит девочка. Взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросилась на нее собака, хотела ее рвать, кусать. Она ей хлеба дала, собака ее и пропустила. Ворота заскрипели, хотели было захлопнуться, а девочка подлила им под пяточки маслица. Они ее и пропустили. Выбежала девочка и побежала, что было мочи, бежит и не оглядывается. А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Проснулась баба Яга. Видит, девочки нету, а кот сидит и ткет. Принялась баба Яга бить, ругать кота. Ах ты, старый плут, ты зачем выпустил девчонку? Почему ты ей глаза не выдрал? Почему лицо не поцарапал? А кот ей в ответ:
тебе столько лет служу. Ты мне косточки обглоданные не бросила, а она мне мясца дала. Выбежала Баба-Яга из избушки, накинулась на собаку. Ты почему девчонку не рвала? Почему ты ее не кусала? Собака ей говорит: я тебе столько лет служу, а ты мне горелой корочки не бросила. А она мне хлебца дала. Побежала Баба-Яга к воротам. Почему не скрипели? Почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили? А ворота и говорят: мы тебе столько лет служим. Ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам маслицы не пожалела. Стала Баба-Яга ругать работницу. Что ж ты такая-сякая? Меня не разбудила, не позвала. Почему ее выпустила? Работница и говорит: я тебе столько лет служу, никогда слова доброго от тебя не слыхала. А она платочек мне подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала. Покричала Баба-Яга, пошумела и помчалась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. А девочка бежала, бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется. Баба-Яга гонится и уже совсем-совсем близко. Достала девочка гребень, бросила через правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да высокий. Корни у деревьев на 3 сажени под землю уходят, вершины облака подпирают. Примчалась Баба-Яга, стала грызть да ломать лес. А она грызет да ломает, а девочка дальше бежит. Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется. Баба-Яга гонится уже совсем близко. Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же миг разлилась река широкая, приширокая, глубокая, преглубокая. Подскочила Баба-Яга к реке, от злости зубами заскрипела. Не может через реку перебраться. Легла она на берег и стала воду пить. Пила, 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 до тех пор пила, пока не лопнула. А девочка тем временем бежит и бежит. Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены: а где же моя дочка? А баба говорит: она к тетушке пошла иголочку-ниточку просить. Да вот задержалась что-то. Забеспокоился отец. Хотел было идти дочку искать, а дочка домой прибежала, запыхалась, отдышаться не может. Ну где ты была, дочка? Спрашивает отец. Ах, батюшка, отвечает девочка, меня мачеха посылала к своей сестре, а сестра ее Баба-Яга, костяная нога. Она меня съесть хотела. На силу я от нее убежала. Как узнал про это отец, рассердился он на свою злую бабу и выгнал ее из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой, дружно и хорошо. Здесь и сказки конец. А кто слушал, молодец. До новых сказок, мои драгоценные.